Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, сегодня мы, инша Аллаху Рахман, с позволения Аллаха, мы сделаем 32-й урок из книги Муаллиму Thani. Сегодня мы будем изучать хамза. Как мы видим на экране, хамза пишется над буквой алиф, над буквой я, над буквой вау и так далее. Например, хамза выполняет ту же роль, что и алиф. Если над буквой алиф поставить фатха, то это читается а если поставить под буквой алиф кесра, то это читается и. Если поставить над буквой дамма, то это читается у. А если поставить сукун, то это читается Точно так же читается и хамза. Если поставить фатха, то будет а. Если поставить кесра, то будет и. Если поставить дамма, то будет у. Если поставить сукун, то будет То есть хамза читается точно так же, как и алиф. Если хамза поставить над какой-то буквой, то буква, которая находится под хамзой, аннулируется. Полностью аннулируется и не произносится. Произносится лишь хамза. А теперь давайте прочитаем слова. Первое слово у нас стоит амара. Амара. Алиф над алифом стоит хамза. Это как будто мы алиф не читаем, читаем только хамза. А хамза читается как и алиф же. Амара. Второе слово. Ахаза. Ахаза. Третье слово. Караа. 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 Четвертое слово. Якрау. Якрау. Амара. Ахаза. Караа. Якрау. А теперь мы видим на экране три слова. Первое слово яхузу, то есть хамза стоит над алифом. Алиф как бы мы не читаем, читаем только хамза, а над хамзой стоит сукун. Читается точно так же, как и алиф. То есть никаких изменений нету. Яхузу. Яхузу. Второе слово. Ма'мур. 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 И третье слово ма'хуз. Ма'хуз. На экране мы видим теперь два слова. Давайте прочитаем первое слово. Куриа. Куриа. То есть в первом слове третья, последняя буква стоит я. Над буквой я стоит хамза. То есть, как мы сказали, если поставить хамза над какой-то буквой, то буква, которая стоит под хамзой, аннулируется, не произносится, а произносится лишь хамза. Кури-а. Я вообще не произносится, а произносится хамза, которая стоит над буквой я. А над хамзой стоит фатха, читается как алиф а. Кури-а, а не курия. То есть буква, которая стоит под хамзой, аннулируется, как будто ее нету там. Не читается, не произносится, а читается лишь только хамза, который выполняет ту же роль, что и алиф. Если поставить фатха, читается а. Куриа. Второе слово. Кариун. Кариун. Рядом буква каф стоит алиф. Над алифом нету никакой харака, огласовки. Это служит для удлинения кафа, предыдущей огласовки на а. Ка. Этот урок мы уже прошли. Буква алиф удлиняет на а, буква я удлиняет на и, буква вау удлиняет на у, если, конечно, над ними не стоят никакие огласовки. Этот урок мы уже прошли. Кари-ун. В конце второго слова стоит буква я. Над буквой я стоит хамза, а над хамзой стоит
танвин на дамма, то есть ун. Я, как мы сказали, не произносится, аннулируется, потому что над буквой я стоит хамза, а читается лишь хамза, как алиф. Ун, то есть qaриун, qaриун. Первое слово quри'а, второе слово qaриун. Первое слово мубтадиун, мубтадиун. Точно так же я не произносится, потому что над буквой я стоит хамза, а хамза читается как алиф. Мубтадиун. Второе слово мустахзиун, мустахзиун. Первое слово ю'мину. Теперь на этом слове хамза стоит над буквой вау. Над буквой вау. Вау аннулируется и не читается, и не произносится. А над хамзой стоит сукун. Читается как алиф, хамза читается как алиф. Если над алифом стоял бы сукун, то был бы И точно так же, если сукун стоит над хамзой, то тоже Ю'мину. Ю'мину. Второе слово му'мин. 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 А теперь на экране мы видим 3 слова. Первое слово муаддин. 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 Второе слово муаллиф. Муаллиф. И третье слово лу-лу. 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 Первое слово qail. Qail. То, что стоит там под хамзой, это как бы пробел, можно сказать. Как его на русском сказать, Аллаху алям, я не знаю точно. Можно назвать его как пробел. Qail. Ничего сложного в этом уроке нету. Хамза читается как алиф. Если хамза стоит, то все, что стоит под хамзой, аннулируется. И читается только хамза, а хамза читается как алиф. И все. Давайте прочитаем слова. Первое слово qail. Второе слово qaim. Третье слово саиль. Четвертое слово маиль. И пятое слово раис. Раис. Би'са. Би'са. Второе слово би'ру. Би'ру. Третье слово са'аля. 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 Четвертое слово яс'алю. Яс'алю. И пятое слово мас'ул. Мас'ул. Первое слово на этом экране ша'a. Ша'a. Второе слово са'a. Са'a. Третье слово джа'a. Джа'a. Четвертое слово яша'у. Яша'у. Первая буква это я, вторая буква это шин, ш. Третья буква алиф, но это мадда. То есть этот урок мы уже прошли, мы это объясняли. Удлиняет фатха, мадда, яша'у. И в конце стоит хамза, яша'у. Это мы читали четвертое слово. Пятое слово, последнее слово маса'у. Маса'у. Опять же 5 слова на экране мы видим. Давайте прочитаем по порядку. Ши'a.
شيء جيء جيء يجيء يجيء. Четвертое слово. يسيء يسيء. مسيء. Это пятое слово. مسيء. Первое слово. شيء شيء. Второе слово. فيء فيء. Третье слово. ملء ملء. Четвертое слово. برء برء. Пятое слово. جزء جزء. И последнее слово. قراءة قراءة قراءة. شيء فيء ملء برء جزء قراءة. سوء. Первое слово. سوء. Второе слово. يسوء. Третье слово. ودوء. Четвертое слово. قروء. Пятое слово. مروءة مروءة. Первое слово. المرء المرء. Второе слово. امرأة امرأة. Третье слово. امرئ امرئ. Четвертое слово. امرؤ امرؤ. Первое слово. الجزء. Второе слово. جزءها. Третье слово. جزئها. Четвертое слово. جزءها. الجزء جزءها جزئها جزءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.